Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по вопросам, которые важны для обсуждения в обществе. Сегодня, друзья, мы будем говорить о политике и общественных процессах в стране и в Гагаузии, и о том, как формируется информационная повестка, почему важно сомневаться и проверять факты, и что помогает сохранять критическое мышление в шуме новостей. А еще узнаем у нашего гостя, почему он выбрал журналистику и что помогает ему разбираться в этих сложных процессах. В общем, друзья, мы с Еленой Карамид готовы начать дискуссию, но прежде чем мы предлагаем вам подписаться на наш канал и не забывайте, пожалуйста, ставить лайки нашим дискуссиям. Таким образом, вы помогаете нам продвигать наш проект, мы за это вам благодарны. И помните, чем больше единомышленников мы думаем, тем сильнее общество. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии журналист Иван Святченко. Иван Святченко, журналист. 47 лет, филолог русского языка и литературы, в медиа работает с 1995 года. Корреспондент газеты «Кишиневские новости», директор и главный редактор информагентства «Интерлик», парламентский корреспондент «Логос Пресс», редактор «Прайм Тайм» и ведущий политических ток-шоу на Публика ТВ, замглавного редактора в «Ньюсмейкер МД», редактор и интервьюер на радио Европа Либере, автор и ведущий проекта «Нонфикшн» Святченко в Ютубе. А еще Иван – переводчик, редактор книг, СММ, консалтинг, специалист по фондовому рынку и риэлтор. Житель Кишинева в 3-м поколении. Здравствуйте, Иван. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Вот такой богатый послужной список журналистской деятельности. Собственно говоря, почему журналистика? Чтобы откосить от армии, в первую очередь. Вот так, да? Да. Я давно понял, что с математикой у меня не сложится. И поступать в какой-либо вуз с техническим уклоном – это точно не мое. В медицинский я собирался, думал поступать, но химия – проблема. А чтобы вот бла-бла, это у меня всегда получалось и в писанине, и в трёпе. Вот и чтобы не пойти в прекрасную армию, а в те годы это было довольно такое серьезное испытание, нужно было куда-то поступать. Журналистика. Я не поступил в первый год окончания школы на журфак. Тогда были большие конкурсы. Нет, это большое разгильдяйство было. Я пришел подавать документы, оказалось, что творческий конкурс уже был 3 дня тому назад. И я год проработал в газете и понял, что журналистика – это не журфак. И до сих пор я с каждым годом крепну и крепну. Не нужен журфак журналистики. Нет. А что нужно? Что угодно. Все, что угодно. Любой другой вуз, любое другое образование – это гораздо более полезная штука для человека. Конечно, необходимо немножко писать, немножко уметь разговаривать, строить предложения. Но химики, физики, математики, экономисты прекрасно с этим справляются. Чем занимаются на журфаке 3 или в мои времена 5 лет, что они изучают, для меня большая загадка. И поступил на филфак, вот с тех пор в медиа. И филфак не мешает заниматься журналистикой? Помогает. Помогает. Иван, вы сказали о том, что, мы в вашей биографии сказали о том, что вы житель Кишинева в 3-м поколении. Да, это немножко с юмором. Да. Но, скажем, наверняка вы, так же, как и другие жители остальной части Молдовы, имели определенное представление о Гагаузии. Но, как мы знаем, вы уже, наверное, около 2 лет, да, вместе с Михаилом Серкели работаете над общим проектом, и теперь вы знаете о Гагаузии гораздо больше. То есть вы вникли во все те процессы, которые происходят здесь, в нашем регионе. И вот у нас такой к вам вопрос. Изменилось ли ваше отношение к Гагаузии или ваше представление о Гагаузии? Каким оно было тогда и какое оно сейчас? Если раньше я смотрел либо через очки, либо, что более точно, через телескоп, а сейчас я взял микроскоп. Все стало намного ближе, намного понятнее. Это не только географический фактор. Мало кто из нашей страны столь регулярно ездит в Гагаузию, общается с людьми, не только с коллегами, но и с жителями
Гагаузы Гири, мне стало многое более понятно, и я не могу сказать, что меня это сильно радует. Ага. Почему? Если не радует, то огорчает. То тогда почему? Скорее изумляет. Изумляет? Да. Ну тогда скажите, почему? Чем Но изумляет это больше, может быть, в положительном ключе используется это слово? Нет, вы как не в филолог. Нет, не в положительном ключе. Мне, в принципе, интересны политические процессы. Я специализируюсь на политических процессах, по изучению, на описании их. Угу. Я люблю, интересуюсь автономиями, как феноменом политических конструкций. Да. В частности, я специалист по Аландским островам. И Гагаузия меня интересовала всегда как такой уникальный случай в нашей стране. Интересный казус, который может вырасти в гораздо более масштабный проект, нежели он занимал в нашем политическом пространстве. Я изучал, присматривался к Гагаузии. Совсем сконцентрировался где-то в году 2014. Угу. По-моему, тогда у вас были выборы в Народное собрание. В 2014 у нас еще референдум был. Нет, не референдум, это само собой выборы в Народное собрание, когда 35 человек у вас там, да. И все были независимые. Баллотировались, по крайней мере, кандидаты как независимые кандидаты. А потом человек 30 взяли и легли под Плохотнюка. Угу. И меня это очень удивило, потому что прям вот так вот декларировать одно, а по итогу выходит совсем другое. Подобная политическая вольность, всеядность, если хотите, вызвала такой повышенный интерес профессиональный. Шли годы. Худо-бедно Кишинев, Камрад вели диалоги, не самые успешные. А 4 года тому назад, 3 года тому назад ситуация в Гагаузии как некий нарыв начала вспухать, и мы видим, к чему все это привело. Вы знаете, какой момент, простите, пожалуйста, Оксана Федоровна, меня заинтересовал? Если бы те люди, о которых вы говорите, вот они перешли на сторону Плохотнюка, да, создали такую вот коалицию, если бы они говорили об этом избираясь, люди за них бы не проголосовали. Но это не помешало выбрать тех же людей в следующий созыв. Это большая загадка. Когда они вновь были независимыми, скажем, или уже представляли какие-то другие партии, более приемлемые для избирателя гагаузского. Если политические элиты Гагаузии меня удивляют и изумляют, то не меньше интереса и недоумения вызывают и избиратели, которые все это видят, смотрят и продолжают вести себя так же. Видимо, их устраивает это. Почему так происходит, не могу сказать. Мне представляется, что избиратели Гагаузии достойны гораздо более умных и ответственных политических элит. Тем более, что за годы существования автономии, за годы независимости Республики Молдова время научиться принимать элементарные политические решения было. Тут же не нужно 7 пядей во лбу, 2 плюс 2 равно 4. А тут не нужно 2 плюс 2 равно 4. Тут 1 плюс 0. Это 1. Нет, не умеют. Вы сказали, что вы специализируетесь на политических событиях, анализируете. Вот такой вопрос возникает по поводу того, что вы работаете с Михаилом в этой передаче, в совместном проекте вашем. Юмор и сатира стали главными инструментами вашего воздействия на публику, которая вас смотрит. Почему к этому прибегли и почему это стало такими вот главными инструментами вашего проекта? Я бы сказал, что это не главный инструмент. Тут два составляющих, если начать чуть более из далекого такого моего отношения к журналистике. Мне нравится инфотеймент. Угу. То есть просвещать, развлекая. Это раз. А второе, в нашей стране, на нашем медиарынке очень много ток-шоу, аналитических передач формата «бу-бу-бу». Собираются эксперты и бу-бу-бу. 30 минут, 40 минут. А бла-бла – это что-то другое? Они совмещаются периодически. Смысл в том, что скучно. И поскольку я работал на телевидении в режиме нон-стоп
5 лет, я все эти бу-бу-бу знаю. В прямом эфире я видел всех молдавских экспертов и 99% молдавских политиков. Но они же говорят о важных вещах. Почему это плохо? Они говорят о важных вещах, но это скучно. Очень серьезно говорят о серьезных вещах. О серьезных вещах можно говорить серьезно, но нужна бы какая-то альтернатива. И мне, как вот творческой единице, было интересно внести в наш политический, журналистский мейнстрим что-то более вменяемое. Это не чувство юмора, это не ирония, это здравый смысл. То, как мы говорим друг с другом, находясь по ту сторону экрана, читая газету, слушая радио. Не сидя в студии, а вот вне студии. Мы же не делаем бу-бу-бу со своими женами, со своими мужьями. Более предметно, да. Я даже считаю, что использую другой язык. Да. Безусловно. И, я стараюсь, конечно, порой себя сдерживать, порой не получается. И, как оказалось, возможно, это востребовано людьми. Это здравый смысл, это не ирония. И наблюдать за нашими политическими процессами, я не знаю, с точки зрения одной партии, другой партии можно, но мы все люди. И, в принципе, по большому счету, по барабану, какие у тебя политические пристрастия. Есть мама-папа, есть сын-дочка, есть муж-жена. Традиционные ценности. Любят в Гагаузии об этом говорить. И защита их интересов, защита собственных интересов, оно, на мой взгляд, превалирует над всем остальным. То есть получается, что здравый смысл, через который, вы пропускаете все ваши вот эти мысли, обсуждаете, он как раз и несет в себе вот эту развлекательность этого контента, который вы делаете. Возможно, да. То есть здраво размышляя, мы можем и развлекаться, и просвещаться. И это будет мне сложно говорить об этом со своей точки зрения, потому что априори получается, что я и обладаю здравым смыслом, а я и обладаю иронией, чувством юмора, мозгами. Вы говорите со своих позиций. Два человека, которые рассуждают. Это мои позиции, это мой взгляд, моя экспертиза. У меня есть экспертиза, у меня есть взгляд, у меня есть знания. Мне за это платят деньги. То есть у меня не с улицы я пришел и начал говорить, я этим зарабатываю. И начали зарабатывать вы этим не сегодня, а 30 лет тому назад. Да. И вот вы, как журналисты, часто ли раньше освещали события, происходящие в автономии? Нам так кажется, что вот в последнее время, да, в СМИ, молдавских СМИ можно найти информацию о Гагаузии, о событиях, которые здесь происходят. Но если заглянуть немножечко назад, лет 10 назад, 15, в молдавской ленте новостей информации о Гагаузии было мало. Не стало ли это каким-то разделяющим наше общество, тоже таким вот явлением, элементом, который позволил обществу в Гагаузии чувствовать себя в сообществе, в общем молдавском, немножечко изолированно? Это очень комплексный вопрос, в нем много составляющих. Мы можем уйти в сторону владения языком, государственным языком, румынским языком. В Гагаузии с этим траблы. И получается, что серьезная часть населения автономии находится вне языкового пространства. Не понимает язык. Просто физически. Они не могут слушать новости, читать газеты, в Фейсбуке чьи-то посты, написанные на румынском языке. Это вся жизнь 70% населения нашей страны. Вы можете называть их румыноязычными, можете называть молдовоязычными, как угодно, хоть на китайском. Но это вне сознания, вне ежедневного видения, слушания, потребления, чтения. И поэтому не воспринимаем вас. Нету здесь связей. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, их много сторон. Что в Гагаузии не так много новостей. Это последние 4 года в связи с известными событиями стало настолько все очевидно и выпукло, что не замечать этого невозможно. А так, что открыли коровник, вы не продуцируете слишком много новостей, которые интересны за пределами автономии. Где ваши культурные проекты? Сколько их?
Но если Где вы их ваши не туристы? знали, это не говорит о том, Что что их не не было было. этих Да, культурных да. проектов. Это Вы знаете, обоюдный вот вы процесс. говорили о языке, но у меня встречный вопрос. Вы работали на Публика ТВ и вели свою авторскую передачу, насколько я помню. Да. А как часто вы там обсуждали тему Гагаузии? Довольно регулярно. У меня довольно регулярно был Башкан Михаил Фармузал. Ну, Башкан, да, а вот... Эксперты из Гагаузии Да. приезжали, да. Я не могу сказать, что каждый день. У меня 6 ток-шоу было в неделю. В месяц несколько раз тема Гагаузии поднималась. Ну, наверное, Иван был тем самым журналистом, который говорил о Гагаузии. Возможно, мы что-то упустили, но общее впечатление, о котором говорила Елена Федоровна, складывалось долгие годы, не последние. Последние годы это исключение, да, когда сейчас очень многие журналисты разных изданий, но пишут о тех событиях, которые, являются яркими с политической и социально-экономической точки. С экономической точки зрения нет таких событий, которые были бы интересны. Гагаузия в этом смысле не являлась примером, как мне кажется, но о политических событиях говорят в последнее время очень часто. А вопрос, который задала Елена Федоровна, раньше меньше было новостей, и складывалось такое впечатление, у нас во всяком случае, что у Молдовы, то есть у жителей Молдовы, представление о том, что Гагаузия живет каким-то по своим совершенно своим законам, глубинным каким-то там. И не очень стране интересно, а что происходит в той автономии. Сейчас же, когда вопросы, или то, что происходит в автономии, стало не то что проблемой, но стало, да, может быть, в каком-то смысле и проблемой для жизни всей страны. Теперь это стали обсуждать. Как вы думаете, мой вопрос к чему? Как вы думаете, вот этот, отдаленность журналистов от Гагаузии, она не сыграла какую-то свою роль, что есть разобщенность молдавского и гагаузского сообщества? Конечно, сыграла. Конечно, эта проблема наша такая, копье обоюдоострая. И Гагаузия смотрит на Кишинев с определенной долей недоверия. И Кишинев, не знаю, политики ли, общество ли в целом, мне сложно судить. Я не политик, и я не могу говорить за общество. Смотрит на Гагаузию со своих колоколен. Последние годы, наверное, чем хороши кризисы, они позволяют интенсифицировать процессы, что, возможно, как в гриппе температура. Вот оно тлело 37, а стало 39. Но 39 – это все же вариант, организм начинает как-то реагировать на болезнь. Тут нет болезни, но тут есть нечто хроническая недосказанность, хроническая недоговоренность и какой-то тлеющий взаимный, я не буду говорить конфликт, скажем, не знаю, надо подобрать слово филологу. Не конфликт? Я не вижу конфликта. То, что есть между Кишиневым и Камратом. Я не вижу конфликта. Нет? А что вы видите, как политический аналитик? Как вы это все называете? Цирк. Сегодня цирк. Дешевый цирк. А что вообще власти страны недопонимают о Гагаузии? Может быть, у вас сложилось какое-то мнение свое, личное, что да, об этом нужно сказать властям страны, чтобы на это обратили внимание. В разговоре вы произнесли слово «хронический». Мне кажется, что вам кажется, конфликта нет, но этот конфликт все-таки форму хроническую уже приобрел, которая то становится сильнее, разгорается этот конфликт, то он утихает на время, чтобы потом опять разгореться. Что недопонимают официальные власти об автономии? Может быть, тех глубинных страхов, которые живы в автономии. Я с большим изумлением для себя узнал вашу знаменитую фразу «Почему мы любим Россию? Русские научили нас есть белый хлеб». Я не буду говорить, что у меня волосы встали дыбом. Но... Я впервые это слышу. Да, мне... У нас есть другое. Белый хлеб, а что же мы ели? Мы всегда что же мы что-то ели. А когда научили? А кто эти русские? В каком году они научили? Что было до этого? Почему это звучит в 21 веке? Оно звучит в 21 веке. Иван, вы русский? Это сложно. Я еврей, украинец, русский, казах.
Ну, то есть вы об этом говорите, что вы вот эту фразу слышали. Я ее не слышала, честно говоря. У нас есть много других расхожих мыслей о том, что нас, ну, благодаря русским мы научились писать, читать, думать, жить, там, это все, да. И это все связано с тем, что сюда приехали учителя, которые открыли школы, и открылся доступ к образованию. Вот как это понимают. Но как вы, как политический аналитик, понимаете... Я не политический аналитик. Я политический наблюдатель. Наблюдатель. Окей, хорошо. Но филолог правильно делает. Придирается к тому, чтобы мы правильно обозначали. Да, политический наблюдатель. Но вот вы скажите, как вы своим наблюдением называете или определяете все то, что сейчас, чем сейчас живет Гагаузия? Вот скажите, что происходит? Ваше такое очень цельное мнение о том, что вам видно как наблюдателю политическому в автономии? Цельность? Да, это опять же вы делаете какие-то незаслуженные комплименты. У меня нет цельности. Я субъект. Окей, как это мой субъект. взгляд. Дайте характеристику тому, что сейчас тут есть. Торжество мифов Гагаузии продолжается в 21 веке, бессмысленных, беспощадных мифов, которые из поколения в поколение пестуются, куда ударение ставить. Вам, филологу, виднее. Продолжают быть, продолжают жить бессмысленные мифы румынской угрозы. Вы слышали про такое? Ну, конечно. Придет жандарм и с нагайкой будет наконец скакать и всех бить. И еще запретит русский язык. Это живо. Но по рукам будет бить точно. Это говорят, я преподавал разок молодому поколению в Гагаузии, 20-летние дети. Могу их называть детьми, да, они, конечно, взрослые люди, но они дети. И они это со смехом, но это они это произносят. То есть это у них бабушки и дедушки, папы и мамы. В семье худо-бедно, но это как-то звучит. В их мыслях, в их жизни присутствует этот конструкт, который, ну, это даже не легенда, это же просто виртуальная какая-то реальность. Какие румыны, куда придут, какой ваш чернозем отберут, зачем ваш чернозем? Вот у вас есть чернозем, у меня есть как вы поле. этим детям объясняли, что не отберут, не придут? Здравым смыслом. Я говорил, как вот можно запретить русский язык? Вот технически можно вот мне рассказать? Пришли румыны с нагайками, прискакали, отобрали чернозем, вывезли в Румынию. Хорошо, да, все такое может быть, конечно же. Русский язык как можно запретить? Воткнут в рот чип? Приставят тебе 2 жандармов и будут штрафовать за слово на русском языке? Как это можно сделать? А самое главное, нафига? Ну вот примут законы, я сейчас выдумываю, фантазирую на месте тех людей, которых вы назвали 20-летними детьми. А придумают, нафантазируют, что могут же принять какие-то законы, которые запретят дальше существовать русским школам автономии. Допустим. Зачем? Ну, вы хотите очень много вопросов задавать. Вы ответьте на мой. Вот придут, примут закон и запретят изучать русский язык. Я говорю, что не придут, не примут закон, потому что мы живем в худо-бедно-демократическом обществе, в котором любой политик зависим от народа. Владимир Плохотнюк был зависим от народа. Когда он видел 100 тысяч человек, протестующих против его прекрасного координаторства коалиции, он прислушивался к этому. И кое-что у него кое-где сжималось. Он не может не реагировать на это. Скажите, вы как журналист работали в одном из каналов, которые принадлежали Плохотнюку. Да. И у нас обычно тех журналистов, которые работают на каких-то каналах, связанных с какими-то политиками, обычно таких журналистов называют пропагандистами. Да. Вы чувствовали себя пропагандистом? Нет. Почему? Нет, И почему мы должны поверить? Потому что я ушел с канала Плохотнюка именно для того, чтобы не чувствовать себя пропагандистом. А что вас заставило уйти? Вы чувствовали какое-то изменение редакционной давление? политики. Я перестал выполнять свою роль журналиста. Мне это не понравилось. Я не смог продолжать делать то, что я хочу, то, что я считаю нужным. Я понял, что либо так, либо сяк. Я играю в долгую. Мне умнее и выгоднее уйти. Так, можно я вернусь к мифам, которые вы стали перечислять? Вот миф 1 – это вот это, да? А еще какие мифы есть здесь, вам видны вот в Гагаузии? Вы говорите, что это череда мифов, которыми живет Гагаузия. Вот миф 1 – это восстановление Советского Союза и жуткая ностальгия по Советскому Союзу. Так, есть. Я помню Советский Союз, у меня нет ностальгии. Почему у вас нет ностальгии? Потому что я это помню. Потому что у меня хорошо работает память. Но тарифы были дешевые, совсем дешевые, скажут вам да, люди. так и зарплаты были копеечные.
Люди не уезжали, жили здесь. Уезжали. Все получали здесь заработную уезжали. Я плату. прекрасно знаю, как ездили в Нижний Новгород, потому что лесозаготовка там была. Это был советский У меня в период. город Мирный ездили. Уезжали люди. На Алмазы. Но На северные зарплаты. уезжали, но не такое большое количество людей Разумеется, выезжало. да, конечно. Но если уезжали, значит, была такая же проблема. Людям не хватало тех средств, которые они имели для обустройства своей жизни. Правильно? Правильно, да. Люди уезжали точно потому едут сейчас. Они хотят найти место, которое даст им возможность заработать больше, устроить свою жизнь лучше. У меня у бабушки пенсия была 78 рублей. Сперва 75, потом 78. Но на эти деньги можно было жить, и вам, Можно было, скажет да, бабушка да. другая. Но Да. проблема в том, что За 1 бабушке рубль можно нужна- было купить 7-8 буханок хлеба. А за 9 копеек 10 яиц. Можно, да. А балоневое пальто, которое моя бабушка покупала из-под полы по блату в магазине «Марица» через задний вход. Я там был, я это видел, как вынесли сверток. Балоневое пальто черное стоило 115. Понимаете? Так. А пенсия 78. А пальто 115. А как уже бабушка накопила эти 115 Она заняла пальто? у соседки квартиры номер 45, она в 51-й. А что, совсем одолжила в нечего было 45-й. надеть? Нужно было такое вот пальто? Было другое пальто, но очень такое старое. Получилось ли купить пальто в размер свой? Да, ну так по Потому блату. что, я понимаю, но по блату покупали Получилось. пальто, которые иногда были на размер или 2 больше. Нет, Потому тут что всё вот это получилось можно хорошо. было что приобрести. Всё получилось хорошо. Повезло Проблема в бабушке. том, что она не смогла его носить, она умерла. Ой, извините, пожалуйста, нет, ну просто мы сейчас говорим о Дайте я вам каких-то еще таких последнюю, вещах. вот чтобы совсем смешно было, про советские квартиры, помните? Я не про то, что умерла, я про то, я что вам- мы говорим о каких-то таких вещах, которые, вы понимаете, 70 рублей зарплата, 115 пальто. А сейчас мы говорим о том, что, ну, люди говорят, Дружба я не народов. утверждаю. Нам нужна дружба народов, тогда было очень хорошо. Давайте перебирать. Было хорошее, было плохое, но сегодняшняя жизнь – это сегодняшняя жизнь, и нам не вернуться в 5 минут назад. Поэтому нам не вернуться в Советский Союз и не восстановить то, что уже ушло. Ну, вы это понимаете? Я Почему это они этого понимаю. не понимают? Это не понимают От этого мне смешно. другие люди, которые живут здесь, в нашей стране. Я не буду говорить в Гагаузии, а в нашей стране. Они же этого не понимают. Да, но вы еще что-то хотели сказать к смешному. К смешному, про бесплатные квартиры. квартиры. Там сложно у нас, конечно, семейная история с бесплатными квартирами. Моя бабушка вышла замуж в 75 лет, чтобы... 75. 75. За старичка. Чтобы уехать от нашей семьи. Мы жили я, мама, папа и бабушка. Вот чтобы как-то дать жизнь молодым. Третье поколение вышло замуж. И жила дедушка этот, быстро умер. Бабушка в своих роскошных 30-метровых хоромах жила с балконом. Хрущевка однокомнатная. А потом бабушка тоже умерла. И квартиру отобрало государство. Как? Советский Союз. Ну как? Взял и отобрал. Почему? В декабре умерла бабушка, а в феврале мы сдали ключики. Бесплатная квартира. Как отобрала? А вот так. Так было же подарено, передано, Нет, отдано. нет, Как? нет. Служебная была? Нет. В Советском Союзе не было в собственности, кроме кооперативных квартир. То есть поживи, пока арендовали можно. у государства эти все бесплатные квартиры. И если не было прописано кто-то в этой квартире, квартиру забирало государство. Так вы непродуманно поступили. Да, бабушке Бабушка нужно было непродуманно поступила. прописаться. Разумеется, да, у меня большие претензии к моим родственникам. Но уже что ж делать? Стараюсь действовать умнее. Давайте поговорим еще о том, что официальный визит, официальное недопонимание, вернее, Кишинева и Камрата – это такая история. Вы только что сказали, вы любите играть долгую. Вот С Гагаузия, бородой. Гагаузия, да, точно играет в долгую по этой теме, потому что вот этот нескончаемый конфликт между Камратом и Кишиневым, правда, надо сказать, что при разных башканах он по-разному, конечно, развивался. Острее всего, как мне кажется, это началось... Даже не при Формузале. Даже не при Формузале. Формузал делал какие-то такие выпады в сторону Кишинева, но он четко понимал, для чего он это делает. То есть можно было, я как журналист это считывала, да, для чего делает это Формузал сейчас. Вот когда это начала делать Ирина Влах, то есть это была какая-то такая система, что ну, один раз ты понимаешь, второй, третий, четвертый, а каждый день какие-то видео с кабинета Ирины Влах о том, что что-то Кишинев и что-то там Майя Санду. Кстати, Майя Санду звучала всегда все 2 года в любом видео. Сейчас есть эти же видео у Ирины Влах, как у политика молдавского, но уже нет Майи Санду в тексте ее обращений. Вот это напрягло до такой степени, что, мне кажется, с периода последних 2 лет правления Ирины Влах по сегодняшний день вот эти отношения натянуты как струна. И у меня вопрос к вам.
Вот эта струна, на ваш взгляд, она уже лопнула или еще предстоит вот так вот окончательно что-то там должно произойти между Камратом и Кишиневым? Я не думаю, что она, в принципе, может лопнуть по простой такой бытовой ситуации. Мы живем в одной стране. Глобус, он и такой, будем он жить круглый. В одной стране. Вот он, здесь конфигурация такая: Республика Молдова, в ней инкорпорирована Гагаузия. Да, есть закон 1994 года, да, есть сложные отношения Кишинева-Камрата, но вот сбоку Румыния, а с другого бока Украина, а там Черное море, а там совсем далеко-далеко на севере Норвегия где-то есть. И это константа, несмотря на Дональда Трампа или на Ирину Влах. Нам некуда бежать с этого глобуса. Вы хотите сказать, что это все искусственно? Во многом да, конечно же. И виноват больше Камрат или Кишинев? Виновата, я думаю, в большей степени Российская Федерация, которая подогревает бессмысленные протуберанцы гагаузских политиков, использующих такую проторенную дорогу и проторенные заявления, какие-то конструкты. Ну и Кишинев часто вернее, официальным Кишиневым чаще тоже руководили политики, которые были пророссийскими, были лояльны России. Но и тогда эти конфликты были. Безусловно. Я не говорю, что в Кишиневе и пророссийские, и проевропейские политики прям 7 пядей во лбу, и второй раз повторяю, нехорошо тавтология, что в Кишиневе мало безмозглых политиков. Много. Хватает. И на протяжении 34 лет молдавской независимости А если бы, вот серьезно сейчас, со здравым смыслом, как вы говорите, да? Стараемся. Найти одну главную проблему, которая действительно является проблемой между Камратом и Кишиневым. Она какая? Как бы вы ее сформулировали? Не знаю. Я не вижу проблем. Вот, смотрите, никто не видит этих проблем на самом деле. Вы не первый, кто дает такой ответ, да? Нельзя понять, в чем проблема, но конфликт бесконечный. Проблем нет, а конфликты есть. Как это работает? Здравого смысла не хватает, наверное, обеим сторонам. Или личные интересы вплетаются в это во все? Вплетаются, Внешние безусловно. интересы. Внешние, я не знаю, какие, но вот влияние Российской Федерации здесь. Я вижу, это удобный инструмент влияния на общемолдавскую повестку, общемолдавскую ситуацию не только перед выборами, в принципе, в политическом пространстве. Пользуясь здравым смыслом и своим интересом к автономиям, Гагаузия, чем всегда мне была близка и люба. У вас есть восхитительный козырь. Какой? И не козырь, а Джокер. Я тоже неоднократно уже это говорил. Уникальность. Ну, да. Нигде в другом географическом пространстве земного шара нет Гагаузии. Нет гагаузов. И вот этим козырем вы бьете любого туза во всем земном шаре, и с помощью вот этой вот простой выложил на стол карту, вы можете привлекать, моя больная любимая тема, 50 миллионов туристов в год. Но это не... И зарабатывать миллионы нормальным, честным путем, обеспечивая высокие заработные платы сами себе. Но на этом не сконцентрированы политики, которые приходят управлять гагаузской автономией. Ну, конечно, понимаете? можно из зернового фонда распределить зерно. Это гораздо легче сделать. Не просто распределить. Да, Его сначала да. умыкнуть куда-то на 5 лет. Ну, мы знаем, о чем я говорил. Но все знают, о чем мы говорим. Вот. О чем мы тут говорим, все знают. Знаете, почему все знают, Иван? Потому что это тоже было бы смешно, если бы не было так грустно, но когда Ирина Влах и ее исполком приняли решение раздать это зерно, которое гуманитарное зерно, которым пользовался там ее брат-бизнесмен, раздать жителям гагаузской автономии во всех населенных пунктах. И в Чешмекёе люди получили по 3 килограмма этого зерна. Одна бабушка встретила меня, я тогда была депутатом Народного собрания Гагаузии, и сказала, на гагаузском сначала скажу, чтобы зрители поняли, «Siz ne gülmeye mi alırsınız bizi 3 кило? Не verdiniz onu vermeseydiniz?» Дословный перевод. Вы насмехаетесь? 3 килограмма зерна мне это зачем? Зачем вы это сделали? Лучше бы кому-то отдали бы, кто там, не знаю, где-то там хлеб выпечь, кому-то помочь. То есть такая история, этим заканчиваются истории, главные акценты, на чем делают политики, это личный интерес, но не то, о чем вы говорите. То есть если бы стояла сверхзадача использовать уникальность,
которые вы совершенно правильно подметили, да, мы не пользуемся этой уникальностью. И привлекать сюда туристов, конечно, экономические условия жизни гагаузской автономии были бы другие. Мне Но кажется, политикам это неинтересно. Мне И тут даже возникает кажется, вопрос, а да. почему? Почему? Могу я продолжить ваши мысли? Мне кажется, что как только мы заговариваем о том, что это наша огромнейшая ценность и создавалась автономия для того, чтобы развивать язык, культуру, продвигать нашу идентичность, как только мы об этом заговариваем, тут сразу же мы слышим упреки в свою сторону. Мы прежде всего политическая автономия, мы прежде всего экономическая автономия. Все то, что вы говорите, все то, о чем вы хотите нам сейчас сказать, вы просто принижаете нашу автономию до уровня просто культурной автономии. Понимаете, в чем вопрос? То есть, а сейчас нужны политики... какие-то лавры, нужны какие-то титулы. Ну да. Здесь нужен какой-то президент Гагаузии нужен. Что и сразу все будет башка Мне мало. кажется, что вообще Мало. и мы говорим то, о чем мы с вами говорим, оно все сводится к тому, что люди в автономии просто не понимают, что многое из того, что сейчас происходит в автономии, происходит потому, что некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии, башканы, они продвигают личные интересы и скрывают это за какой-то фразой, за каким-то нарративом, который нравится людям. Нет, не определены цели движения Гагаузии. Мы об этом очень много говорим. То есть, Да. если бы была бы вот эта сверхзадача прописанная, то тогда и уникальность была бы в ткани этой сверхзадачи, да, и она работала бы, искались бы какие-то экономические модели. А у нас, извините, но особенно последние, давайте возьмем последние 4-5 там, уж не говорю про Шора, край мечты, Евгению Гуцул. Никто не занимается поиском экономических моделей развития гагаузской автономии. А политические модели, да. Ну, понимаете, сверхзадача не особо прописана и для всей Республики Молдова. У нас, конечно, есть магистральный курс европейской интеграции. Он сейчас появился. Но это... Он появился в 2005-м при Владимире Воронине. Но Сейчас это закрепился, наверное. Смешно было говорить, да, Но в 2005 он от него году. сейчас отнекивается. И он отнекивается, и я же был в парламенте, я же видел, как они работали. Потом пришли проевропейцы. Очень даже интересно, как они работали. 4 человека. И я был очень воодушевлен. Ну, наконец-то уже вот да. Здрасте. Здрасте. Ну, варьё, и хамьё, и криминал, и стырили миллиард. Кто? Проевропейцы. 4 штуки. По фамилиям, да? Плохотюк, Филат, Гимпу и кто четвертый? Урикян. И как-то Шепелин, примкнувших к ним Урикян. Последние 5 лет оно худо-бедно начинает выруливать. На мой взгляд, опять же, курс выбран верный, но проблем неимоверное множество, притом продуцируемых не только внутренними молдавскими обстоятельствами, но и общемировой повесткой. Вы знаете, да, что было у нас 24 февраля 2022 года и так далее. До того... Было вторжение в Украину. После того, что у нас было... Пример легкий из фейсбуков мнения проевропейца одного френда моего по поводу денонсации сенговских бумажек. Да. Что да, конечно, это правильно. А почему же вы 5 лет назад это не сделали? И так во всем. И это умные люди, которые хотят интегрироваться в ЕС. Говорят, а почему 5 лет назад это не было сделано? То есть они не против денонсации этих соглашений? Почему не 5 лет тому назад? Да. А почему 5 лет тому назад не были закончены все процессы с реформой системы юстиции? А почему у нас 5 лет назад дата в дату не вернулся аэропорт собственность государства от шоровских загребущих? А почему, собственно? Почему? Потому что невозможно решить все сразу 5 лет тому назад. Потому что закон о гагаузской автономии в 1994 году был принят. И мы видим 30 лет больше, да, 32 уже будет в этом году, имплементации его на практике. И есть вопросы, правда? И к системе юстиции это самая сложная реформа. Это не только в молдавской системе юстиции такая коррумпированная и не поддающаяся реформированию. Это, в принципе, любая страна, которая сталкивается с реформой системы юстиции, это реформа на десятилетия. Не получается так по щелчку взять и реформировать.
Вот сейчас идет суд над Плохотнюком, и вы наверняка наблюдаете за этим процессом. А какие выводы для себя вы сделали? Все-таки есть какие-то шаги выздоровления судебной системы? Вы видите вот в этом процессе Чем это может выздоровления завершиться? судебной системы? Да, Не готов Республики гадать, Молдова. совершенно не готов гадать. Я человек не кровожадный. Мне не нужно, чтобы никто сидел в тюрьме, кроме убийц и таких людей, которых необходимо изолировать по причине насильственных преступлений. Если господина Плохотнюка посадят в тюрьму, я не буду плакать и не буду особо сочувствовать, потому что там на серьезные годы было сделано в нарушении норм уголовного, уголовно-процессуального и любых других кодексов. По закону, да. Как получится в реальности, не знаю. Не только же Плохотнюк у нас на свободе разгуливает, хотя тюрьма по ним плачет. Ну, Шур сбежавший. Да что далеко ходить, ваш бывший спикер. Сбежавший, Куда-то если, сбежавший, если да? вы к этому, то да. Куда-то, да, сбежавший. Очень странно. Наш экс-президент, никуда еще пока не сбежавший. Экс-президент. Да, есть такой. Ну, Кулек. да. Если Кодовое перед слово этим- «кулек». Как можно трактовать? В какой автономии можно трактовать кулек по-другому? Как не как взятку? Простите, но используя ваш инструмент, подходит человек в магазине, просит там какие-то продукты, покупает, ему говорят, а кулек нужен? Говорит, да, нужен. А какой? Говорит, додоновский. О, прелесть, ну, это ж фольклор. Уже фольклор. Ну, Вот и она дальше, сила дальше. политики. Уже фольклор. Это сила учебы. Я не думаю, что это прям сила политики, но это учеба. Учеба, Я да. думаю, что мы учимся. Мы свои вот эти, я, по крайней мере, свои мифы редактирую и фильтрую. Так. В 2010-м это была совершенно другая картина у меня в голове. А меня научили. Вот эти вот козлотоварищи, которые воровали, которые лгали, которые смотрели в камеры своими зрачками бесстыдными и говорили, все правильно, мы идем куда-то. А потом бах, и миллиард, бах, и кулек. Я учился, я научился. Не значит, что я научился полностью. То есть вы научились анализировать, видеть, понимать и считывать, да, ну, что за действиями, вернее, что за словами, за риторикой тех или иных политиков? Смотреть на поступки с более пристально. Анализировать поступки, да? Не верить Получается? словам. Получается, да, получается. И что вы видите? Вот Обвинение ваши взгляды. в том, что Майя Санду с офшорами, не подтверждается фактами. Потому что против партии ПАС, у которой хватает проблем, которая абсолютно не идеальная партия, у которых дофига вопросов по поводу кадровой политики, по поводу скорости принятия решений, по поводу... Реагирование на какие-то... Совершенно верно. Против них работает вся мощь Российской Федерации. Против вот этой вот маленькой республики Молдова. И вот эти вот бильярдные бюджеты. Это сюда кинуто. Где расследование, ребят? Ну хорошо, РайСМД, Зяраудигарды, кто-то там еще, Кусенс, они все лгут, врут, Сорос их там, не знаю за что держит, они вот кошмарные. А где ваши? Ну покажите мне офшоры. Покажите мне, как спину навалился смотрите. на этой бумбате. Ну, смотрите, ведь люди верят сказанному, и люди верят телевизору, простите, да, но это работает еще. Я сейчас говорю в том числе о жителях Гагаузской автономии. И пока избиратели не нуждаются в том, чтобы анализировать чей-то аналитический материал о том, правда это или неправда, дезинформация работает, достаточно просто сказать. Совершенно И люди уже верно, поверили. да, Поэтому очень сложно работать политикам, которые хотят опровергать сказанное. Сказать можно за один день кучу всякого там ложного, оправдаться. Это Тут нужно. необходимо перехватывать повестку и не реагировать, а действовать на опережение. Но и избирателям, которые хоть сколь-нибудь уважают свою жизнь, достаточно 5 раз, по-моему, наступить на одни и те же грабли и сказать, что в 6-й раз не буду, потому что нафига меня бьет по голове деревяшка. 5 лет, я слышу, Майя Санду начнет войну в Приднестровье. Началась война в Украине. В этом же году Майя Санду начнет войну в Приднестровье. Майя Санду захватит Молдгресс. Нет, нас Где? вовлечет в войну. Вовлечет в войну всю страну. Да. Ребят, 2026 год. У меня еще один маленький вопрос по этой 26-й теме. год и что в 26-м Я не году? слышал ни одного заявления от Майи Санду и от партии ПАС
от Гроссу, от Гаврилицы, от Речина и от Мунтиану, что мы захватим Приднестровье, что мы хотим войну, что мы как-то косо смотрим на этих сепаратистов. Иван, вы понимаете, что если мы говорим об избирателе, который определяет, собственно говоря, кто будет управлять, автономией или страной, или, да, то мы говорим о людях, до которых ложь доходит сегодня очень быстро, манипуляции доходят очень быстро. Поэтому как уберечься? Вот вы говорите, людям надо бы уже анализировать, понимать, как? Вот у человека за один день приходит социальные сети настолько доступны сегодня, что за один день человек становится проинформированным в 10, в 12, в 15 элементах лжи политической, да? Поверил, и все, завтра налагается к этому еще что-то. И так у нас получается, что люди зомбированы вот этой информацией. Как из этого выбираться? Только просвещаться? Я знаю, для меня вам не сложно. Мне не сложно. Потому что у вас есть навык. Да, навык навыком. Ну, слушайте, не нужны никакие навыки, на мой взгляд, когда тебе кто-то, в кавычках кто-то с маленькой буквы, говорит, что в Чедерлунге будет аэропорт. Так. Не нужно просвещаться, не нужно документироваться. Аэропорт стоит миллиард. Человек, не строивший аэропорт, никогда не знает, сколько это стоит. Человек, не знавший, что такое миллиард, он не знает, сколько... Он поверил, такой политик серьезный, пообещал. Какой? Ирина Блах сначала обещала, а потом пришла Гуцул Шорич. Где аэропорт? Хорошо, пообещали. Где? Обещавшие знали, что аэропорта не будет. Люди не знали, что это не будет. Но где этого вопроса и не возникает, где аэропорт. И не спросят, даже если эти политики будут баллотироваться вновь. Вот в этом парадокс. Не требует избирателя от политиков. Я не понимаю этого. Мы тоже не понимаем. Давайте отведаем нашего чая, сделаем небольшую паузу, потому что сейчас мы перейдем к нашей рубрике «Люди говорят что». Друзья, Иван Свяченко в нашей студии, журналист. Короткие вопросы и короткие ответы Ивана здесь, сейчас. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Люди говорят, что... Люди говорят, что Кишиневу не нужна сильная автономия. Кто говорит? Вот какие люди которые общались с Кишиневым из Камрата, которые в Кишиневе... У них такое мнение создалось. И наши депутаты часто говорят о том, что они хотят нас ослабить. Им не нужна сильная автономия. Что такое сильная автономия? В чем это должно проявляться? Мне сразу возникает практический вопрос. Вот Константинов хотел сделать сильной Гагаузию через народное собрание, но сбежал. Ему не дали доделать сильной. У меня другие впечатления о господине Константинове сложились и до моего такого активного посещения физического Гагаузии, и уж тем более после того, как начался наш с Михаилом проект подкаста. Совсем другое впечатление о господине Константинове сложились. Ну, поделитесь. Чего он хотел. Поделитесь. Умный человек, который прошел медные трубы, огонь и воду, бандитские разборки, лесные всякие приключения, денежные пертурбации, перекатывание капиталов. Он выжил во всей этой бандитской среде. Он сколотил многомиллионное состояние. Он оказался умнее своих бандитских подельников. И для того, чтобы застраховать свои деньги, пошел в политику. Ну и плюс душа требовала развернуться. Хотелось уже не просто терки устраивать, а обрести статус. Вы хотите сказать, что все его действия и все его намерения сводились к тому, чтобы защитить свои личные интересы, свое личное имущество и так далее? И получить кресло. На визитке должно быть что-то написано. Визитка нужна к его годам. Я думаю, да. Люди говорят, что ПАС выборы выиграла, и их уже не слышно. Кого не слышно? ПАС. Не слышно. Что Я слышно? смотрю новости, вижу работу парламента, вижу работу правительства. Правительство пока еще раскачивается, но потенциал, на мой взгляд, из 3 правительств один из наиболее интересных составов Кабинета министров. Там люди практически, они умеют в своей жизни делать бизнесы, выстраивать какие-то связи, вести переговоры. Я хочу посмотреть, что они будут делать на уровне, господи, как называется, исполнительной власти. Но не кажется ли вам, что такого человека, как Даниэль Воде, пресс-секретаря, сегодня не хватает?
Мне всегда не хватает такого человека, как Даниил Вода. В любой отрасли нашего молдавского То есть мы ненародного хозяйства. меньше сегодня жители страны знают о том, что происходит, какие решения принимаются и так далее. Чем это было буквально полгода назад или год, когда... Вы, наверное, говорите о том, что коммуникации меньше стало. Следующий вопрос. Люди говорят, что люди, не хотят никакого объединения с Румынией. Не будет никакого объединения с Румынией. Сказал Иван Святченко в нашей студии. Это Спите политически спокойно. и технологически и законодательно сделать невозможно. Как бы не хотела румыноязычная часть нашего общества, отдельный сегмент унионистов, невозможно это сделать. Сори. Люди говорят, что власти страны принимают решения без диалога с Гагаузией. А что нужно для этого диалога? Скайп закрыли, но телефон вроде еще работает. Я вот сюда к вам приехал в Гагаузию, сколько, час я добирался, чуть больше часа. Бензин как-то вот у вас в Гагаузии перестал литься, или в Кишиневе бензин как-то перекрылся. Что нужно для диалога? Нужно законы принимаются, чтобы кто-то и кому-то не позвонил, учитывают. написал письмо. Что нужно сделать? Нужно было по меньшей мере не закрывать диалоговое окно, которое именовалось «Рабочая парламентская группа» Международным собранием. Но, понимаете, это вы должны говорить, а не я. Да. С своей стороны это не очень тактично намекать о том, что это народное собрание же решило, что мы не хотим. А потом решил, нет, все-таки хотим. Действия Народного собрания уже подвели всех и избирателей, в том числе к тому, что вещи надо называть своими именами, потому что диалоговое окно, и мы об этом много раз тут говорим, как представители и жители одновременно Гагаузии, что, закрыв это диалоговое окно, они лишили себя, в первую очередь, возможности и загнали еще больше изолированность. Это очевидно, но окей. Назло кондуктору пойду пешком. Именно. И я не знаю, для чего это И делать. пошли, просто никто не знает, куда они идут и куда они нас приведут. В этом беда. Люди Вы понимаете, говорят... себя-то не приведут. Я же смотрю на состав Народного собрания. Но приведут куда? И рассказывают мне различные источники про ваших депутатов прекрасных, которые избираются. С этого места И поинтереснее. есть даже приличные люди. А смотришь прилично, и не шоровски. Так. Смотришь на приличного человека, а бах, 4-этажный дом. Так приличный, потому и четырехэтажный. Приличный, да. Откуда? Оттуда. А вы знаете, и я знаю, Догадываюсь. и он знает, и вся Гагаузия знает. Знает и молчит. Почему так происходит? А это Я такое в национальное Кишиневе понять не качество могу. знать и молчать. Не могу понять этого. Вот чем отличается мое столичное видение. Но человек ситуации умеет в объяснить Гагаузии. откуда, умеет объяснить так, что Нет, его не спрашивают. люди верят. Его не спрашивают. Вот же, это же проблема, о которой мы чуть выше говорили. Ну, так Избиратель спросите. не спрашивает, не требует. Это все избиратели. Избиратели Гагаузской автономии, Молдовы все. Избиратель не научился требовать от тех лиц, за кого он проголосовал и которые ему что-то наобещал. Нет, это из приличных, а есть же неприличные. Скажите, я неприличный. Ну вот есть человек, который с журфаком, с дипломом журфака у вас тут скачет. И дрянь. Но уже не очень скачет, прям если Не брать. очень скачет, почему? Он, Не очень дай ему видно. волю, он раскачется. Так. И вот он говорит, хочу на Мальдивы. И едет. Мне 47 лет. Я неплохо зарабатываю в этой стране. Я не могу себе представить, что я куплю путевку за 10 тысяч евро на Мальдивы. Мне не по карману. А ему по карману. И задаюсь вопросом, откуда баблишка? Дятел. Ну, слушайте. Нет ответа. Нет ответа, да? Ну, у вас есть ответ? Он же съездил на Мальдивы. Ну, он, И не наверное, про ездил и Константинова. не раз. Ну, конечно, не про Константинова. У Константинова пока нет диплома журналиста, У понимаете? него не Мальдивы, у него было другое направление. И Мальдивы Таиланд. тоже, и Таиланд у него был. У него и Оставим Таиланд, дедушку и в покое, заработал. Да, мы про журналиста. Ну, вы А есть знаете, журналист. вы серьезно хотите называть его журналистом? Ну, есть же корочка-то Ну, есть. подождите, корочка-то есть. Я не видела ни разу, чтобы этот человек делал какие-то журналистские материалы. А вот у меня нет корочки. Кишинев мешал, У меня наверное. нет корочки журналиста. И у меня нету. И вот на этом и поставим точку. И Многоточие. у журналиста, у которого есть диплом, который ни разу не сел в эфир, не высказал свою точку зрения, не работал, не занимался, не написал ни одного журналистского материала, я его не могу называть журналистом. Назовем его политиком. Оставим это. Да, идемте дальше. Люди говорят, что политики меняются, а отношения к людям нет. Расшифруйте, не понял вопроса.
Политики меняются, эволюционируют. Да, их избирают избиратели, а отношение этих политиков к людям не меняется. То есть как... Могут обещать, не выполнить. Ну, могут... я думаю, что господина Плохотнюка научило многому отношение его паствы, притом его непосредственных сторонников и избирателей в целом. Он же нанял 3 пиар-конторы. Американскую Модесту, Последние годы своего... румын и молдавскую. Аж 3 компании. Отец и сыновья. Все старались, миллионы перерабатывали, и рейтинг минус 95. Да. Не в коня корм. Не Есть коня. А почему так получилось? особый талант. А у кого-то получается. У кого-то получается, у Ирины Влах получается нести невероятную ересь, оскорбляющую мой, по крайней мере, здравый смысл. И нравится кому-то людям. нравится, да, не знаю. То есть не нужны особые политтехнологии, нужны особый подход. Нужны политтехнологии, нужны, и деньги нужны. А как вы идентифицируете откровенная ересь от Ирины Влах? На уровне интуиции. Поделитесь. Слышу чушь. Понимаю чушь. У нее же идефикс нейтралитет. Ну, был нейтралитет. Я вижу нейтралитет в Конституции. У нас в Конституции, как это, 13, 14, 12? Да, закреплен нейтралитет Конституции. Там написано, там 2 статьи. Но за этим же что-то стоит. Это же не Так просто оно было уже такое. Но Нет, люди ж не знают, что имеется в есть. виду, Не за все этой читают идеей Конституцию. что-то стоит. Почему Ребят, она говорит о этих референдумах? На красный свет ходим или на зеленый? Ну, но если нужно сказать, что красный свет все-таки есть, то об этом можно сказать. И это приблизительно это делает Ирина Влах. Хотя все видим, что у светофора есть 3... Не надо желтый, оставим желтый. Да. Не будем упоминать. Красный и зеленый достаточно. Что переходить дорогу лучше на зеленый. Если в Конституции есть нейтралитет, не нужно требовать референдум о нейтралитете. Но вы понимаете, потому что это бред. Но вы понимаете, как это слово нравится избирателям, и только поэтому Ирина Влах этому посвятила очень много своих видео про нейтралитет. Она-то знает, что в Конституции есть эта статья, но бабушки в селе не знают про это. Сегодня новая идея Вот с и всё. То есть это референдумом очень против объединения с Румынией. Но это тоже... То есть если человек предлагает, то есть для нее за этим что-то стоит, кроется. Она же тоже прекрасно понимает, что нейтралитет прописан в Конституции. Желание продуцировать хоть какую-то информационную составляющую своей бурной деятельности. Ну, пожалуй, сути-то там мало, смыслов-то немного. Пожалуй, это главное. Я бы разделила бы это мнение, что для того, чтобы быть в информационном поле, сохранять себя, свой облик красивой женщины в политике, что-то говорящее, да, надо пробурлить. Люди говорят, что реальные проблемы, работа, миграция, тарифы не решаются в этой стране. Почему же? Я не знаю, что такое решение. А что такое решение? Вот мы много рабочих мест, решили вопрос. тарифы низкие, вот это решение. А пока низкие тарифы не высокие, могут быть, потому что мы живем в Хорошо, тогда пусть будут мире. очень высокие зарплаты, если тарифы мы будут живем низкими. в мире. Высокими, вернее. Вот если вы хотите высокие зарплаты и низкие тарифы, то это нужно либо в Бруней поехать, и там будет высокие зарплаты и низкие тарифы, либо в Северную Корею, и тогда у вас не будет вопросов по поводу тарифов и по поводу зарплат. Мы живем в Молдове. Вот здесь и сейчас, 2026 год. Не 1812, не 1918, а 2026. Да. Вот сегодня у нас здесь нет нефти, нет газа. И не было. И не было, и не будет. газа. И Более не того, я вам будет. скажу, Что не самое- будет. Будет ли тут Ирина Влах, или Михаил Формузал, или Майя Санду, или, я не знаю, Владимир Путин. Ну, слушайте, уже Нефть не появится. трубу обещали провести прямо через Гагаузию, вот, с газовой. Она откуда, из-под Было земли такое обещание? начнет? Не объясняли. Не Просто объясняли. Вот сказали, без да, объяснений, один из будет башканов. труба. Не хочу в это входить, потому что в Гагаузии все это знают, да, кто обещал эту трубу, которая вот по вот этой трубе пойдет газ в Гагаузию. Ну, пока что карусели у вас из всех обещаний вот, реализованных. Я даже не знаю, плохие они есть карусели. сейчас или их тоже забрали, тоже Ну, вопрос. финансирование меценат же прекратил. Ну почему карусели? Ну не надо А что? уменьшать. Там даже карусели-то не особо, Ну не да? надо уменьшать Батуты. потенциал. Край мечты. Только еще не до конца реализованы. Какие-то странные мечты. Край мечты – это программа, утвержденная исполнительным комитетом Гагаузии. Вот об этом. И так. это не просто обещание. Это официальный Ладно, документ. Да, ладно, Понимаете? когда политики обещают и не выполняют, это просто обещание, которое человек высказал,
но он... Не закреплен как-то. Да, оно не закреплено ничем. А вот эта вот программа, она была рассмотрена исполнительным комитетом Гагаузии, она была представлена Народному собранию Гагаузии на утверждение. Депутаты проголосовали. И сегодня даже у тех депутатов, которые голосовали, нет никаких вопросов ни к исполнительному комитету, ни к кому-либо. Вот это вопрос. коррупционы можно их называть. Но эти же депутаты сегодня очень часто говорят и видят проблему, допустим, в ком-то. И вот в этом проблеме мы как раз-таки не видим, что этими всеми своими словами и заявлениями кто-то пытается свое бездействие прикрыть. Это не бездействие, я думаю, там очень большие действия. И набивание карманов. Что же они бездействие? Это бездействие в отношении реализации заявленных планов. А свои личные бюджеты все там решается вполне себе органично и нормально. Ну и еще один вопрос. Люди говорят, что Кишинев Гагаузию видит как проблему, большую проблему для страны. Вам как кажется? Я не Кишинев. Понимаете, вы мне задаете такие глобальные вопросы. А мы вам задаем как человеку, который анализирует, наблюдает, как я вы не Кишинев. Я не могу говорить от имени Кишинева, от имени некого виртуального молдавского общества. От имени Кишинева. Вы говорите как журналист, который видит, это да, Кишинев на самом деле видит в Гагаузии проблему или нет? Видит Кишинев в Гагаузии проблему. И вот что представляется проблемой, на ваш взгляд? Давайте я себе, вот как я, давайте, житель, который живет не в Гагаузии, бесконечно заколебало бессмысленное сотрясение воздуха. При том, что, как мы выяснили, конфликтов их нет. И можно взаимовыгодно не то что сосуществовать, а строить вменяемое собственное будущее, будущее своих детей, не каких-то там соросовских детей, а своих мальчиков и девочек, которые здесь живут. Вместо этого идет сотрясение воздуха, перекачивание левых в большей степени криминальных денег из кармана в карман. Глядишь на перспективу, ну вот слово «вечность» из 4 букв. ЖОПА. Зачем такое нужно делать? Как не жалко своих детей? Но если мы говорим о будущем, это видение разное. Если это видение разное, как с этим быть? А в чем разное? Вы хотите своим детям чего-то плохого? Нет, никто не хочет, но прийти к этому будущему пути видят разные. Допустим, остальная часть Молдовы и автономия. Как быть? Да одинаково все видят свои пути, Господи. Жить лучше, одеваться лучше, отдыхать лучше, жить лучше, кушать лучше, путешествовать дальше и дольше. Нормально, обычный человеческий. Это как у гагаузов, у молдаван, у румын, у китайцев, эскимосов, чукчи, американцев, голландцев и немцев. Одинаковые. Мы люди одинаковые. 2 ноги, чаще всего 2 руки, чаще всего сверху обычно голова. Такая мысль пришла сейчас в ходе этого обсуждения. Смотрите, давайте попробуем себе представить, что вот вопросы, которые мы тут обсуждаем, почему Камрад, Кишинев, такие отношения, есть конфликт, нет конфликта, а если есть, то он в чем основная проблема. А давайте представим себе, что в Гагаузии действовал бы очень качественный состав Народного собрания Гагаузии, который четко понимал бы, какие законы мы принимаем, для чего, какую цель мы решаем через этот закон, через тот, какой пакет законов работает на экономические цели, какой пакет законов работает на социальные, какой пакет законов на языковые, т.д. и т.п. И в Гагаузии же был бы исполнительный комитет под руководством Башкана, который понимает, что гагаузская автономия создана для того, чтобы развивать язык, культуру, как это прописано в законе об особом правовом статусе, и сквозь призму вот этого направлял бы свои действия и исполкома своего на то, чтобы вот двигаться к той сферозадаче определенной, скажем. Мы сегодня разве имели бы с вами обсуждать и где-то там с иронией, с юмором или с развлечением, как вы говорите, подавать эту информацию, потому что уже иначе не можешь давать этому какую-то оценку. Невозможно на пустом месте рождать какие-то проблемы. Проблем нет. Есть закон, который дает возможность жить в гагаузской автономии. У нас нет качественно работающих структур власти. Не только. Я вижу эту проблему. Не только. Институциональная слабость. Да. Люди, мы же люди. Мы люди. Мы разные люди, живущие здесь, и каждый со своим опытом. Вот это сложное, лоскутное общество, оно же существует и в Окнице, и в Вулканештах. И если мы не начинаем заниматься репрессиями и звать румын с нагайками, то нам же жить здесь всем вместе. Да, таким разным людям
Да, кто-то будет по-прежнему и до конца своих дней любить Путина, благодарить за белый хлеб. Кто-то будет продолжать воровать любыми методами и способами и плевать ему на все. И не платить налоги, но потом требовать пенсию. Кто-то будет хотеть в Румынию, и вот это только Румыния, и больше ничего. А кому-то хочется, я не знаю, пенсию в 10 тысяч евро. Угу. А почему? Потому что я этого достойна, я этого достоин. А что ты сделал в своей жизни? Честно работал. А где? На тракторе. Окей, честная работа. Но здесь, на тракторе, работа не приносит пенсию в 10 тысяч евро. В Брунее, в ОАЭ может быть. Вряд ли, но может быть. А здесь нет. И мне кажется, что пока мы сами себе не научимся задавать вопросы о том, что я могу сделать, а будем писать в Фейсбуке «О, антинародная власть». Любая. Коммунисты плохие. Социалисты плохие. Но не пасовцы так много плохие. говорили о коммунистах, что они плохие. Не Все так плохие. много. А что ты можешь сделать? Народ голодает. Покажите мне, кто голодает. Город Кишинев задыхается от автомобилей. У меня нет автомобиля. Ну, кстати, журналист в кавычках для меня, говорил о том, что люди забыли вкус молока и мяса. И вот такой журналистский перл. А что они тогда едят? Они воздухом питаются. Что люди кушают, кроме молока, мяса, хлеба? И вы понимаете, когда выпячиваются вот такие проблемы, то люди, конечно, очень быстро сплачиваются, образно говоря, вокруг этой проблемы. Да, действительно, мы плохо живем. На самом деле... мы не живем хорошо. Мы не живем хорошо, но не нельзя настолько... сказать, что мы вот в каком-то кошмаре существуем. У нас не убивают людей, государство. Да? В Приднестровье убивают. Мы знаем примеры. А у нас нет. В Румынии нет. Я бы хотела немножечко... Вот, Екатерина, вы сказали о депутатах Народного собрания Гагаузии. Давайте посмотрим на ту ситуацию, которая сейчас сложилась у нас в Гагаузии с выборами депутатов в новый созыв, 8-й созыв Народного собрания Гагаузии. Мы все с вами были свидетелями того, как долго принимали решение о дате проведения выборов Народного собрания Гагаузии. Мы все видели, как вот та Центральная избирательная комиссия, которая эти выборы должна была проводить, как она из постоянной была переведена в работу по необходимости, скажем так. Далее мы все с вами являемся свидетелями того, как разворачиваются процессы сейчас. В декабре были приняты постановления Народным собранием Гагаузии, которые вначале опротестовала госканцелярия города Камрат. Затем судебные инстанции приостановили действие этих постановлений, и Народное собрание Гагаузии вынуждено было объявить о том, что выборы 22 марта не состоятся. Ну вот эта вот череда событий, за которыми наблюдают и жители автономии, и Кишинев. Что лежит в основе всех вот этих всех процессов, на ваш взгляд? Что было в этом искусственного, а что получилось так, потому что кто-то был заинтересован. Кто был заинтересован? Камрат или Кишинев? Потому что одни депутаты винят Кишинев, другие депутаты Народного собрания говорят о том, что виновато то большинство, которое вместе с Константиновым продвигало интересы Шора. Третьи говорят о том, что виноваты все мы здесь сидящие, потому что где-то не среагировали и не сделали что-то. Вот на ваш взгляд, в чем вся вот эта ситуация заключается? Либо Кишинев равнодушно взирает на все это, не обращает внимания и игнорирует, либо Кишинев ведет злонамеренную какую-то, проводит политику и вставляет палки в колеса, хочет нагадить. Я не вижу смысла ни в одном, ни в другом варианте. Все-таки автономия на то она и автономия. Депутаты Народного собрания для того-то и были избраны. Более того, если мы смотрим на хронологию, это же они голосовали за эти прекрасные решения, которые теперь им приходится отменять. Это же не Кишинев сюда прилетел, не... Они настолько были прекрасны, что их приходится отменять, да? Это же они сделали. Конечно. Это же не я из Кишинева приехал и вот своим хамским столичным рылом тут понарешал. А как вы это же вы сделали, товарищи. Но действия Высшей судебной палаты и госканцелярии принимают некоторые депутаты как попытку Кишинева сорвать выборы. То есть господин Чернев виноват. Ну да, а ему, возможно, кто-то диктует. Так говорят депутаты. То есть позиция господина Чернева, когда он залезает на стол и дает ботинком по голове господину Дудогло, более конструктивна, нежели следование в рамках юридического поля.
Но не господину Додогло. Не господину Я Додогло. уже не помню, это было господину Фрамзалу, кажется. Фрамзалу, ну с вот. этой дракой связанная, да. Да. Вы знаете, есть цитата... Что лучше? Что Мы идем в суд, мы занимаемся юриспруденцией, или мы решаем вот такими экзотическими способами взаимоотношения в цивилизованном политиков. обществе в суд, и суд должен дать справедливые решения. Куда пошел господин Чернев? В суд пошел господин Чернев. Да, давайте, есть цитата Виталия Андреевского, который сказал следующее о названии ЦИК и ЦИС Гагаузии. Если можно, чтобы режиссерская выдала на экран эту цитату. Сама по себе проблема, название ЦИК или ЦИС, он имеет в виду, не катастрофа. Но история показывает, что именно такие мелочи, вовремя не урегулированные, нередко становятся спусковым крючком для серьезных кризисов. Вот просто коротко. Действительно, ЦИК и ЦИС, и это основа кризиса? Если вы подписываете какой-либо договор о купле-продаже, и у вас фамилия вот не Жекова там будет, а Иванова, а вы подписали, то, наверное, это повод оспорить этот договор, признать его юридически ничтожным. И вы рискуете попасть на деньги. И по уму вам бы не подписывать такой договор, правда? По уму, да. Но по уму, не знаю, по уму или нет, в кавычки брать или нет, вот скажите, но один из депутатов Народного собрания Гагаузии на одном из прошлых заседаний, когда они обсуждали соглашаться с тем, менять ЦИК на ЦИС или нет, то один из депутатов сказал, это был Карсини, по-моему, ну если мы это сделаем, то мы тогда последние полномочия Гагаузии отдаем. И это будут последние выборы, которые будут проведены в Гагаузии. То есть человек смасштабировал вот это вот изменение ЦИК на ЦИС, что это последние полномочия, которые мы отдаем. Катастрофа, последний бастион. Если мы дадим вот это вот Кишиневу... И люди поняли это, то, что он сказал, а не вот эту часть, о которой вы говорите, этот пример, да, что если вас звать Ваня, а вы хотите от имени там Но исполняющий Петра обязанности спикера Народного собрания Гагаузии Николай Орман же сказал, вот тоже по этому же поводу, что я Николай, но если меня назовут Коля, я пойму. Я понимаю, я принимаю. То есть Центральная избирательная комиссия или Центральный избирательный совет, то есть зачем из этого делать такую вот большую проблему? Я очень надеюсь, что у него нет диплома юриста. У него может быть диплом юриста. У него может быть диплом юриста. Ну, у нас у многих может есть быть, примерно с тем же журфаком они как-то объединены были с одной кафедры, они там оба вышли. Думаю, нет, это были в разные периоды полученные. Я задал бы вопрос о профессиональной компетентности Николая и Коли одновременно. Ну, потому что сказать такое и из этого сделать вот, что если мы меняем, то мы создаем прям последнюю проблему и запретят русский язык после этого. Ну, не досказали, но могли иметь в виду и это. Вы понимаете, закроют что сейчас... этот Гагаузленд. Мы вот иронизируем, Иван, вы знаете, но за всем этим стоит вот это вот целое, как сказать, вот на этой шелухе они не хотят понимать и принимать, насколько серьезно они должны, как депутаты, работать с законодательством для того, чтобы не создавать проблемы для организации выборов, а решать проблемы и обеспечить. Но многие не способны. Мне кажется, что Народное собрание Гагаузии, особенно этого 7-го созыва, настолько часто нарушало законы, и законы те, которые принимали они сами, что они не видят в этом большой проблемы. Ну, подумаешь, ЦИК или ЦИС, зачем думают депутаты из этого делать проблему? То есть проблема в том, что сам законодательный орган не живет и не соблюдает законы. Поэтому и не видят в этом большой проблемы. А давайте поговорим еще вот о чем. В Молдове еще нет посла Америки. Да. И вот в Гагаузии даже об этом, это политика в наших гагаузских местных кто-то интересует. А вы задумывались, сказал мне один из депутатов Народного собрания Гагаузии, вы вот понимаете, почему нет у нас еще посла Америки? Это о чем-то говорит, значит, Америка не доверяет нашей власти. Но это так думает этот политик. Очень необычная конструкция. А вы как? Логика политическая. А ну-ка, дайте ваш взгляд на это. Почему Вашингтону есть чем заниматься. Да. Мы видим новости, Трамп всех занял. Фонтанируют из-за океана, и потом периодически перелетают в европейскую часть, не только европейскую часть. Молдавский посол, ну, конечно, это важная проблема, но скорее это интерес Кишинева. У нас есть шардафе, как это, временно поверенное. Да? Вот дипломатическая работа есть, налажена, ведется. В общем, мне интересно... Хотелось бы посла, да, хотелось бы посла. Но если это прям вот
как-то влияет на мою жизнь? Нет, не влияет. Мне кажется, Елена Федоровна, На жизнь гагаузов как-то вот по-другому это влияет. Но для политиков это важно, потому что они используют это для избирателей как некий маркер, который определяет, что видите, то есть вот не поддерживает Америка, эту власть не поддерживает. Очень интересное мнение высказал в одной из моих авторских программ уроженец Гагаузии, который сказал, что на то письмо, которое Евгения Гуцул написала Трампу... Вы уверены, что написала вот прямо? Ну, во всяком случае, мы так на нам сайте, сказали. на Подписала. на официальном, конечно, подписала, безусловно. На официальном сайте было это письмо, и оно сегодня... Может, его там уже нет, потому что сайт подчистили очень хорошо. Но такое письмо было, и Трамп не ответил. Понятно и естественно. И этот парень сказал, что была очень забавная история. Так вот эти забавные истории, что вот этот пример, о котором я сейчас говорю, что, дескать, нет посла, это говорит очень о многом. Это настолько глобальный намек на то, чтобы мы понимали, что у власти в Кишиневе нет поддержки со стороны Америки. Вот этими мыслями, фразами, аффирмациями, вот этими будут сейчас пичкать избирателя и снова отвлекать от того самого главного и основного, что у гагаузской автономии есть очень конкретная повестка дня. Работать и жить, и строить законы свои, писать так, чтобы это было удобно для жизни гагаузской автономии и соответствовать тем целям, которые есть. И вот это подмены, вот эти информационные, они заглушают в людях вот это желание разобраться действительно, а что автономия должна нам давать, нам, жителям. В связи с этим я хочу чуточку, чтобы мы поговорили о пресс-конференции, которую давала Майя Санду для журналистов. Очень много журналистов задавали ей вопросы. И, конечно, был вопрос и про Гагаузию, и про выборы. И если можно, вот ее цитата, и мы хотели бы знать ваш комментарий к этой цитате, насколько... Майя Санду сказала, люди должны решать, кто придет к власти гагаузской автономии и кто станет башканом, а не мешки с деньгами и персонажи, которых мы уже знаем и которые пытались и сумели навязать свой выбор людям. Вот это сказанное президентом очень правильная, на мой взгляд, фраза, и дай бог, чтобы это было так. А возникает вопрос, мы задаемся этим вопросом, а вы скажите свое мнение. А есть ли сегодня уверенность в том, что правоохранительные органы смогут обеспечить вот такой контроль выборов? Появились ли новые навыки у правоохранительных органов сопротивляться или как противостоять коррупции электоральной? Навыки появились, безусловно. Опыт в таком турборежиме за последние 2 года был задействован тысячами людей, притом с обеих сторон этого странного процесса политической коррупции, как со стороны полиции, СИБа, прокуратуры, так и среди реципиентов прекрасных денег, поступающих через, как он там назывался, Промсвязьбанк. Другое дело, что ты можешь принять очень хорошие законы, ты можешь всеми силами попытаться позатыкать все эти денежные потоки, криптовалютные потоки, любые другие варианты кэша, но ты не можешь перекрыть кислород всему этому поступающему совращению невинных избирателей и жадных, невинных и жадных избирателей, еще немножко наивных, наверное. Можно пожалеть взрослых людей. Мне жалеть людей не хочется, потому что они ставят под угрозу мое личное будущее и будущее моей страны. За свои вонючие 400 леев на митингах и за не менее вонючие 10 тысяч леев, какого ваш один активист, очень возмущавшийся моей деятельностью журналистской. А потом мы выяснили, что проходит дятел в ведомости 10 получает и 5 на бензин. 10 чего? Леев. То есть он... Леев, так. Он возмущался тем, что вы занимаетесь... Сорос, мировая закулиса, масоны и лично Майя Санду, желтая чума. Да? Вот. Можно Мутим воду. Мы говорим о выборах. Можно вот такой вот маленький вопрос? Можно вот такой вопрос? Вы наверняка тоже слышали, видели. Шор неоднократно, уже во 2-й раз, вышел с заявлением о том, что он не будет своих людей продвигать, его люди не будут участвовать, и он не будет их поддерживать в выборах Народное собрание Гагаузии. Это ж не шоровский. Наш унионист на русском языке в Гагаузии начал говорить, а гагаузи слушают его и говорят: молодец, молодец, Костюк.
Да. Не связаны с Шором, Ну, и с так Россией не связаны. Новые лица, во всяком Новые? случае. Это же новые Да. лица. Яйца в профиль. Знаете, такое выражение есть. А что вы называете Костюка? Да-да. Договорите свой вопрос, пожалуйста. Нет, я просто хотела спросить, почему он вновь, разве один раз сказав о том, что я не буду, мы не поняли, зачем нужно было появляться еще раз? Зачем это нужно было объявлять еще раз? Для тех, кто не услышал, или вообще что за этим объявлением кроется? А вы услышали, Напомните себе. вот поверили. Но мы нет. Но он же говорит не для нас с вами. Шор обращается к тем, Да. кто его понимает. Они говорят И они на верят, одном вот, языке. что... То есть, как бы, деньги будут поступать по другому каналу. Ну, слушайте, смотрите, вы заговорили о Костюке. Ну, то есть появление Костюка в Гагаузии – это новое лицо. Да? А кто еще? Те лица, которые могут быть, ну, не назовем их подставными, да, но которые сопровождают, да, или продвигают идеи Шора в Гагаузии. Ну, вот Ирину Влах можно к ним отнести? По моим ощущениям, да. И вот почему да? На уровне интуиции. Вот какая шикарная Чувствую интуиция. порами кожи. Ересь, какое-то бабло, пророссийская повестка, наглость. А еще есть Фортуна, которая у нас набрала достаточно большое число голосов тогда, когда были президентские выборы, помните, да? Да. Вот вам три лица уже, которые... Но зачем же Шору тогда надо дополнительно еще объявлять, да? Вот, чтобы все поверили, что точно нет его кандидатов здесь на сей Нужна раз. полифония, наверное, как-то замаскированная, такой замаскированный хор, который никак не связан с господином Шором. Вы назвали замаскированный хор. Да, вы назвали эти три кандидатуры, но здесь же наверняка заметили все, что на одно время из такой вот публичной... Из публичности. Да, из публичности исчезли некоторые люди, которые были связаны напрямую с Шором, например, Кузнецов в Гагаузии, например, Советник. Лунгу. Да? Но теперь они появились вновь. А это с чем связано? Может быть, это пример Отошли и вернулись. коррупции. Было страшно, что схватят А сейчас кое-за уже что. не страшно? Подмазали кого-то, и стало не страшно. Может быть, охамели и решили море по колено проплатим в следующий раз. А может быть, выхода нету. Сказали, риски ты принимаешь, приемчик, на себя, а бабло мы дали тебе немалое. Так что Отрабатывай. терпи. Терпи, казак, атаманом вряд ли станешь, но лицом поторгуешь. Ну и приходится, мы же видели, опять же, Леше Лунгину «Ведомость». Ну вот, кстати. Там, прям да. скажем, ну, десятка-пятнашка евро в месяц с супругой они зарабатывали. По непроверенным данным, но очень близким к истине, по моим ощущениям. Ну, смотрите, тот же Алексей Лунгу, его не было в определенное время, так же, как и Кузнецова, о котором говорила Лена Федоровна. Сейчас он появился и снова что-то комментирует. То есть людей, которые, говорящих голов, скажем, да, которые комментируют что-то, ну, Чем больше, они тем лучше. появились, Чем больше, да. тем лучше. Мы еще пока не видим Суходольского. Изредка что-то пишет господин Петров, который не находится здесь уже в Гагаузии. Это заместитель Башкана, на всякий случай. Его здесь нет, но он что-то там недавно, какой-то пост в Фейсбуке делал, оправдывал себя за какие-то там действия. То есть вот это о чем говорит? Что это за такой обновленный поход лиц Шора в Гагаузию? Ну, я бы не назвал бы его обновленным. Это, господи, обычная типичная Реинкарнация. технология заполнения собой эфирного пространства. Так просто. Лицо А квакнет в пункт А, лицо Б квакнет в пункт С. И То есть заполнение партитура собой. расписана, да? Кто Она, чего? может быть, даже не ошибка расписана, дана генеральная линия. Вам нужно открывать рот, вам нужно писать посты. У нас есть армия ботов, которые будут это поддерживать. Мы же видим... И это работает, они это хорошо продемонстрировали. Это как уже у них вполне работает, себе отработанные да. технологии. Ну и мы не можем не поговорить и о Башкане, которая продолжает оставаться в тюрьме номер 13. Узница совести Еще нет. через запятую. Талантливый человек через запятую. Ну, можно продолжать иронизировать, конечно. Пожалеть? Но Я могу пожалеть. Я не про пожалеть. Я никого не хочу в тюрьме видеть. Ну, Она вот, никого не убивала. да. почему она? Сказать, что я ночами не сплю по этому поводу, нет. Я бы соврал. Нужно ей сделать передачку, подогрев, я готов. Так. А посадят ее после апелляции на ее законно посаженные, присвоенные 7 лет приговоренные. Окей, я смирюсь с этим. Она взрослый человек, ей под 40 лет. Она родила 2 детей.
Она не из лесу вышла. А если она не умеет читать, писать и говорить, но почему-то решила, что я башкан, ну, такова сложная судьба гагаузского политика. Волею случая, все же я хочу верить, и кремлевского бабла, оказавшегося на этом посту. Но нам всем жаль Гагаузию, которая погрязла в нескончаемых... Это не Гагаузия погрязла, это политические элиты погрязли и настолько прокомпостировали мозги избирателям, в том числе путем подкупа, в том числе путем запугивания, в том числе путем навешивания лапши. 27 тысяч человек – это не Гагаузия. И даже если ты вот 5 раз поверил в ГУЦУЛ и проголосовал за, все равно мы все люди... Ну, это, знаете ли, вот законом не запрещено голосовать за ГУЦУЛ. Другое дело, что она может дать этой автономии. Ну, невозможно такое вообще представить себе было несколько лет тому назад, что ваш этот аксакалитет докатится и опустится до того, что ночью ГУЦУЛ пойдет и это. Дадим ей шанс. Слышал я такие мнения. Да. Ребята, вам по 70 уже. Вы же у нас тут такие отцы-основатели, все распальцованные. Ну, мы же все понимаем, что видели не ГУЦУЛ, видели человека, который стоял вот за это? ее спиной. Ну, собственно говоря, Шор же говорил людям, вы голосуете за меня, голосуйте за нее, вы голосуете за меня. Но и у Эхо Москвы, в студии Эхо Москвы у Венедиктова, по-моему, да, он же сказал, я выиграла Гагаузию, видели? Не Эхо Москвы, это где он был? У Венедиктова. У Венедиктова, да, в Венедиктова, студии. окей. А мне бы хотелось вернуться к пресс-конференции Майи Санду. Да. Вы наверняка смотрели, слушали. Какие выводы главные вы сделали вот из этого выступления главы государства? Что вы увидели, прочувствовали вот в этом выступлении? Наш якорь не перемен, но цивилизации по-прежнему находятся в Европейском Союзе. Правительство сохраняет курс движения в ЕС, в цивилизацию. Жизнь по-прежнему сложна. А с учетом выкрутасов Дональда Трампа и общемирового раздрая, Молдова бултыхается в этом политическом море с удвоенной силой. Нас ждут непростые времена, но мы справимся. Мне кажется, что многие обратили внимание на фразу, которую, если я не ошибаюсь, произнес премьер Норвегии в Давосе. Он сказал о том, что есть страны, которые, если ты находишься за этим столом, то есть принимаешь решение, то есть если тебя нет за этим столом, то ты есть в меню. Как в нашей маленькой стране не оказаться в меню вот всех тех процессов, которые происходят сейчас в мире, на ваш взгляд? Помните, несколько месяцев назад Дональд Трамп про Панаму очень много говорил, а потом Панаме удалось невозможно притвориться, что ее нету. И не говорит ничего Дональд Трамп про Панаму. Нам легче. У нас рядом не Центральная Америка, а Европейский Союз. У нас есть определенная защита со стороны Румынии. У нас, безусловно, есть военная защита со стороны Украины. У нас мир. Несмотря на 4 года войны России против Украины, несмотря на все эти омерзительные вопли любителей Владимира Путина и оправдывателей этой войны, у нас мир сохраняется. У нас меняемое руководство, я это вижу. Я много политиков в своей жизни повидал. Нормально. Нам повезло. Могло было быть намного хуже. Спасибо, Иван. Спасибо, что вы были с нами в этой студии. Спасибо за мысли, за открытость. И спасибо за работу, которую вы делаете, в том числе для того, чтобы люди могли больше и лучше разбираться в том, что происходит, как к этому относиться, и как подводить себя, как гражданам, нам всем, к правильным выборам. Начинать нужно со школы, изучать Конституцию, ну, может быть, не с начальной школы, но со средней. Да, медиаграмматность. Это будет очень полезно. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну и вы столько раз в этой студии говорили, интуиция подсказывает. Вот мне тоже интуиция подсказывает, что Гагаузия справится со всеми теми вызовами и проблемами, которые у нас есть. 27 тысяч избирателей, проголосовавших за Башкана, это не вся Гагаузия, вы тут правильно подметили. И есть в Гагаузии силы, которые способны вернуть Гагаузию на правильные рельсы жизни и работы. Спасибо. Наколдуем.
Наколдуем вместе. Да, пусть так и будет. Друзья, это сегодняшний выпуск. Иван Святченко был нашим гостем. Проект «Единомышленники». Мы, Екатерина Жекова и Ирина Карамит, говорим вам и спасибо, и просим, если вы еще этого не сделали еще, то поставьте лайк этому выпуску, делитесь этими дискуссиями с вашими друзьями. И, конечно, встретимся через неделю здесь же в студии. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.